Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Сегодня я нахожусь на Белом озере, и неспроста, потому что я решила испытать на себе один из видов активного отдыха. И это парусный спорт. Кто бы мог подумать, парусный спорт, Якутск, все возможно. И сегодня мы обязательно обо всем расскажем, а самое главное, мы вам все покажем. Ну и я, как истинный спортсмен, подготовилась. Посмотрела, как надо быть одетой. Во-первых, конечно, солнечные очки. Затем, мне кажется, нужно убрать волосы. Ой. Ну вот, теперь я выгляжу как настоящая спортсменка. Ну и, конечно, я должна просто снять обувь, потому что, мне кажется, так будет лучше. Вот так. Я готова. Ну и, конечно, в этом деле мне нужен помощник, потому что я понятия не имею, что такое вообще парусный спорт. Но и меня уже ждет человек, который сегодня будет на протяжении всего эфира с нами. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья. Сергей. Очень приятно, знакомьтесь. Сергей является у нас директором общественной организации, которая с недавних пор, занимается подобным очень увлекательным делом. Давайте немножечко предыстории вообще. С чего вдруг вы решили организовать подобную организацию? И на сегодняшний день чем вы тут занимаетесь? В детстве, получается, сам на яхтах ходил. В Якутске был яхт-клуб-Лена. И получилась возможность такая восстановить парусный спорт в Якутске. И поэтому занялись этим. Ну, это примерно сколько лет назад-то? Я просто впервые услышала об этом, если честно, в этом году только. А на самом деле здесь сколько лет вы уже занимаетесь? Мы начали в 2018 году на Белом, на 202-м. А в 2019-м уже здесь обосновались полностью. Сегодня у нас в клубе порядка 180 человек обучается бесплатно. Это дети от 7 до 14 лет и от 15 лет и старше получается. А вообще, вы говорите, летом, то есть зимой у вас тоже идет какая-то деятельность? Да, все лодки, которые здесь находятся, это дети сами зимой строили с 2018 года. Получается, в кружке в зимнее время. То есть в зимнее время вы сооружаете те самые средства передвижения, и ребята имеют, возможность заниматься круглогодично практически, да? Да, полностью, кроме сентября, дети круглый год заняты. Задействованы. Да. Хорошо. И мы сейчас видим примерно, как проходят, те самые их тренировки, это примерно, то есть они приходят утром. Дальше? Лодочку вооружают. Сначала построение, конечно, это перекличка идет, потом лодки вооружаем, спускаем на воду. Если ветерок нам позволяет, то сначала можем в свободном плавании позаниматься, потом уже непосредственно занятия идут у нас, допустим, готовимся к соревнованиям. На воде долго не может, устает, надо с рулем, с веревками работать, поэтому переменка, могут на веслах погребсти, кто хочет, допустим. Потом опять на воду отправляем. И 3 часа идет занятие. Но это все только для детей. А что касаемо взрослых? Взрослые могут заниматься парусным спортом с вами? Или все-таки вы рассчитаны на общеобразовательную школу? Для взрослых у нас есть тоже парусное образование. И весельная гребля у нас для взрослых есть, тоже все на бесплатном основе. Откуда такое интересное название вашего клуба? И вообще значение? Я увидела сегодня флаг, развивающийся, и так задумалась. Странно, как-то не совсем типичное название. По Жюль Верну изначально получается. И получается, он уже так-то до 15 лет уже капитаном становится. На своей лодке сам самостоятельно рулит. Можно сказать, что он уже капитан. 15. А так название пошло от Жюля Верна. Вот так вот. Рассказ. Мы сейчас видим позади вас, ребята, как это правильно, ходят, катаются или как правильно говорить? Ходят, тренируются. Ходят, тренируются ребята, Это все-таки спорт или как увлечение? Спорт, все-таки спорт. И то есть для детей это не просто прогулочка по воде, это все-таки физическая нагрузка, правильно? Да, скажем, после 3 занятий на воде
он потом в телефоне и в компьютере не сидит. Он уже идет спать домой. Есть такое у них. То есть это родителям на заметку, да? Если вы хотите, чтобы ваш ребенок отучился от гаджетов, приводите его в парусный спорт, Да, да? это слова родителей, не мои. Отлично. Ну, я думаю, самое время уже перейти к практической части, да? И попробовать все-таки все на себе. С чего Давайте. начнем? Начнем с вооружения яхты и спуска ее на воду. Вот так вот, начнем. Пойдемте. Испытано на себе. Именно вот эту лодочку строили 18-19 год, зима вот эта вот, ребята. Вот мы их успели таких новых 3 построить и 3 отреставрировать. Так, ну что начинается? Мы принесли из контейнера руль шверт, парус принесли. Вот. Первым делом, Так, это парус. это у нас парус. А это уже готовое вы приобретаете, это дети не делают, да? Вот это парус, сейчас посмотрю, это парус заводской. Заводской. Да, есть самодельные, есть заводские у нас уже. Мачта, гик и шпринтов, это все самодельное. Сколько новых слов! Еще раз, мачта. Мачта, гик и шпринтов. Ага, ну можно даже и не запоминать, не Да. обязательно девочкам знать такие слова. Хорошо, вот это материал какой? Что это такое? Это, скорее всего, докрон, Мгм. наверное, испанский или китайский. Так, ну, первым делом мы расправляем. Сейчас я зайду поудобнее. Ой, так, тихо. Страшно. Поднимаем парус и вставляем его в банку. Это так называется, да? Да, банка, а там дальше еще есть степс. Ага. банки. Все, и в принципе ничего сложного, да? И вот он открылся, да? Ну, самое сложное для ребят это то, что они вот попуталось, да, для них сложно он должен, шпринтов должен быть с правой стороны. Вот для них просто бывает путаются, кричат: ой, помогите, у нас запуталось. Ага. Вот, надо просто его перекинуть на правую сторону, заставить. Вот. Вот, Всё, видишь? вот у нас он встал. Там следующий этап. У нас здесь есть блочочек впереди. Какие? Вот, блок стопор, да? Это надо, чтобы смотрелось вперед. Мачту развернуть, вот, ну, к носу, да? Вот эти изначально, не сказал, лодочку ставим носом к ветру. А где нос? Вот, нос у нас, да, Вот нос. ветер у нас оттуда, Ага. чтобы парус у нас как бы по лодочке туда потом заполаскивал. Ага. Далее мы подвязываем вот эту палочку гик, для того, чтобы ветром ее потом не подымало, когда ветер будет. Подвязываем обычным узелочком. А вы учите тоже, да, узелки? Как? Узелочки. Теория у нас была апрель-май. У детей, у взрослых была теория. То есть дети умеют все, по сути, да? Здесь Кто у вас? был, да, кто не был, потихонечку за лето По ходу дела. набираются, да. Потом подбираем парус. Скажем, смотрят, если вот он не добрал парус, у нас вот, как видите, вот идет такая складочка. Да, это не должно быть, да? Да, это не добрали. Если он много возьмет, складочка пойдет уже по этой стороне. Тоже не надо. Да, и вот он должен его подобрать так, чтобы парус Ровно был. на ветер возьмет он его. Вот видите, он ровненький был. Мгм. Потом следующее проверяет с плесенью, вот эти веревочки с плесенью, чтобы все узелочки были подтянутые, никто не развязывался. А, И то есть, тут, да, 16 штучек. а то вдруг улетит, да? Улетит, да, и парус будет плохо работать. Вот так-то они вот это все проверяют, да, вот это все дело. Да. 16 штук это стандарт или это только у данного вида? У этого паруса 16. Ой, а да. я развязала. Давайте. Нет, не, она не развязалась. 8 сверху и 8 снизу. Так, дальше у нас шкоты намотаны. Что такое? Так, вот эта веревочка, которой мы управляем парусом. Ну, парусом управляем веревочкой, да? Ну, не руками Да, держим. да. А у нас управляется веревочка, которая называется шкоты. Это у нас сейчас на швертовый колодец намотан, разматываем. Пока уберем, у нас есть такой черпак, который воду откачиваем, да? Надо, чтобы он в этом месте, как пит называется, да, были только шкоты, чтобы не мешали работе. Убираем его сюда. Вот швартовый у нас, который лодочку мы пришвартовываем, тоже, чтобы там нигде ничего не валялось, убираем сюда в нос под банку. И потом подвязываем шкоты. Первым делом возьмем, вот у нас есть тут с узелком, вот он конец, да? Вот у нас получается рабочий конец, за который именно будем управлять лодочкой самой. А Если мы вдруг- что, веревочкой управлять должны, да? Да, веревочки. Из всего, что вы перечислили, я только поняла, что, оказывается, надо управлять веревочкой. Вот смотрим, чтобы наша веревочка не перепуталась нигде. Разматываем ее аккуратненько, то у нас может крутиться она.
потом сюда вот гику, скажем так, вертикально. Вертикально, только в это место, да? Да. Ни вперед, ни назад. Если сюда подвяжем, мешать вам будет. Если Да. сюда подвяжем, то здесь будет цепляться. Ага. Получается, вот вертикально взяли, нахлёст сделали, чтобы он не бегал по гику, по этой палочке деревянной. Подтягиваем и прямой узелочек завязываем здесь. Ой. И это все делают дети самостоятельно, которые даже в 7 лет им всего лишь? Да, обязательно сами все делают. Интересно. Так, вот это на этом сидят, да, я так понимаю? Нет, это просто не потопляйка в случае, когда лодка перевернется, чтобы она сильно не утонула. А, еще и такое бывает? Да, всегда. В смысле, всегда лодка всегда переворачивается? Не всегда, но сильный ветер, да, спокойно можно перевернуться, особенно когда ты ходишь по буям. Если ты тренируешься, то ты не перевернешься, потому что ты поворачиваешь, ну, безопасно поворачиваешь к ветру. Интересная история, Сергей. Так, хорошо. Здесь, а я думала, это для сидения. А вот почему там деревянная палочка? Это для чего? Деревянная палочка – это у нас весло. Оно всего одно, вот такое спортивное весло. Если ветер ушел, то одной рукой мы рулим, а второй гребем к берегу. Это вот у нас такое запасное весло. Это на экстренные случаи, да? Да, только внутрь проденьте туда руку. Ой, Не-не-не, вот сейчас вот. Ага. О, и вот так вот взяли. Во. вот так. Ага. Хорошо, понятно. Одно весло убираем. Давайте. Так, а вот это вот что такое? Так, Что за дырочка? все покажем. Так, эта дырочка называется швертовый колодец. Колодец, запомнила. А да какой, неважно. Главное, что колодец. Так, вот у нас есть шверт. Что это такое? Так, нет, это руль. Вот он, шверт у нас, который дает лодочке идти против ветра. Когда мы на глубине, или, ну, сейчас мы с пирса, у нас Да. глубина уже будет, сразу опустим, Да. и когда мы идем против ветра, получается, да, он нам помогает, боковое сопротивление как бы режет воду под водой, и лодочка идет против ветра. Они сплавляются, как в старину корабли, да, вспоминаем. Вот. Да. Когда мы пойдем попутным курсом, когда нам будет в спину дуть ветер, да, мы его можем поднять уже, приподнять. Хорошо. Он То уже есть мешать будет. из воды достать, получается, да? Да. То есть опускаем воду, поднимаем воду, да? Все Да. понятно. Сам этот шверт будет держать вот эта резиночка, топинант, ну, в том положении, какое вам нужно, допустим, приподнимать. Чем попутнее будем мы поворачивать, тем выше мы его потихонечку будем поднимать. Понятно. Но это не заморачивайтесь, да. Это уже для- Сколько человек для вообще детей. находится вот в этой яхте-то? Один. Один? Один ребенок от 6 до 15 лет. И для соревнований желательно не тяжелее 50 килограмм. Ой, ну Вот. я практически попала. Вот. Значит, будете участвовать 50 на килограмм соревнованиях. я попала, слава богу. Так. То есть А- больше нельзя уже, Нет, а меньше когда, можно? Когда они катаются, они могут и подвое сесть, потому Ну, маленькие, что... маленькие, Да, худенькие. маленькие, да, даже средненькие. Просто сильный ветер вдвоем уже будет А у им меня вот захлёстывать вода. возникает вопрос такой. Вот это классика, да, то есть, допустим, ну вот система вот этой сборки, она классическая, как для профессионального вида спорта, так и для любительского, да? Или все-таки для профессионалов у них совершенно другая конструкция все? Или база Ну, одна и та вот же? эта лодочка в 58 году в Америке была изготовлена для своего сына. Задача стояла, чтобы она была безопасная и максимально дешево построена, чтобы потом каждый, кто понравится, мог ее построить. И потом она потихоньку по всей планете прямо размножилась. Размножилась, да? Да. И сколько примерно тогда уже, раз уже заговорили, сейчас она стоит, ну вот если брать готовый вариант, вот вы же строите, вы же затрачиваете определенные, да, материальные средства, сколько в среднем выходит стоимость подобной яхты? На 19 год было 27 тысяч лодка примерно выходила. Но это при самостоятельном изготовлении, да? И самостоятельным парусом своим. Вот. Сейчас мы считали 40 тысяч, по-моему, лодка. Но парус подорожал, парус 21 тысяча теперь стоит. Вот. Ну, то есть такое Сейчас даже не считали, да, сколько построить. дорогое удовольствие, так сказать, да? Ну, это все самодельное, кроме, получается, паруса. Ну, и вот на этой лодке сейчас вот блок, вот этот блок яхтенный, а тот обычный хозяйственный блок. Все по минимуму. Черпак самодельный. А это всё что за самодельное. палочка? Так, эта палочка у нас руль. Так, мы эту вытащим, потому что на берегу ее нехорошо держать. Хорошо. Ой, Парус должен. Мы Давайте отпустим, мы на Куда? корму, вот сюда на корму перейдем. перейдем. Так, сейчас я ее не поставлю, я ее поставлю на воде. И как она Хорошо. работает, эта палочка, руль наш. А, это руль. Да, это руль. А, все понятно. Да, руль. А вот это вот удлинитель у нас. Вот за него мы и будем управлять.
Все понятно. Если честно, для меня сегодня просто какое-то открытие, потому что столько новых слов я ни одного не запомнила. Так, ну вот сейчас мы положили, да, ложим руль и шверт таким образом, чтобы нам шкоты свободные были, чтобы Да. не зацепилось нигде, да. Вот, положили. Обычно, если их четверо маленькие, да, то их четверо берут по бокам с краю и сами тащат. А Тащат. сама лодочка полностью вооруженная 35 килограмм. 35 килограмм. Да, полностью, если совсем. Всё. Ну что, тогда двоих берем и в путь. Да, то есть уже туда сразу на воду. Так, девчата, идем сюда. Поднимаем. И лодочку мы по земле И- не ой. таскаем, Кто-то у нас отстал, видимо. а всегда поднимаем и носим, чтобы днище И у нас вечером было они целое. все это возвращают обратно, да? Да? Ну, лодочки оставляем на А почему вы выбрали Белое озеро именно? ветер хороший. Ветер здесь Да, хороший? тут оптимальный ветер. И пространство какое-то. Пошли? А мне куда идти-то сейчас? А Да. вы по трапику идите, я посюда зайду. А можно лодочку отпустить? Сколько, скажи? Всё, давайте я возьму ее. Давайте. Это дети вчетвером несут. Давайте. Все, ладно, я. Текс. Все удобно, проходишь? И также носом к ветру мы сейчас ее спустим. Носом к ветру. Да, ну, чтобы паруса не А заполаскивали. вы учите определять детей, в какую сторону ветер? Я, например, Да. не понимаю. Ну, только си- когда и- волосы развиваются, И понимаю. направление, и силу ветра. Да? Так, Мишель, сюда заходи на нос. Да, на нос, на нос. Дорогие друзья, я как-то хотела помочь, Да, но можно. мне кажется, я пока Сяли? что только для Давай, красоты спускаем. здесь. Ой, девчонки, молодцы. Ой, и мальчишки Да-да. молодцы. Погодите. Спускай, спускай, Мишель. Да. А сейчас считается, Сергей, что это сильный ветер или нормально? Для них хороший ветер получается. Ой, сейчас по голове. Не-не-не. Нормально все? Вот она у нас на воде сейчас. Что дальше? Ой, боже мой. Так как у нас тут, в принципе, глубина позволяет, можно сразу поставить шверт. Не швартуй, не надо. Зафиксировали. Опа. И ставим руль. Ну, обычно он когда залазит, ребенок, одна рука здесь, вторая здесь. У нас здесь. Так, парус не держим. Аккуратненько. Аккуратно. Что-то странное происходит. Я не успеваю за вами, Нет, Сергей. ветер бывает заходит, и он поэтому то там стоял. Сейчас ветер маленько поменялся, и нас парус туда погнал. И вы все это чувствуете, да? По мне так Ну, ветер да ветер. Вы тоже сейчас почувствовали? В одну сторону ветер дует, да дует, а А вы чуть оказывается, он подальше еще- отойдите, тогда он сам по себе болтаться будет. Так, ну и потом он, в принципе, залазит в яхту. Ага. Одна рука здесь, другая здесь. У нас один тоже плинтик длиннее, чем этот. Ага. И поэтому первым делом нижнюю петлю вставляет, потом верхнюю вставляет петлю в яхту. Ага. Там на корме у него тоже 2 петли. Так, перегони вот эту синенькую туда подальше, а? Чтобы она Хорошо. тут не Так, по мешалась. поводу техники безопасности, давайте все-таки поговорим. Тут все дует туда-сюда, лодки шатаются, плавать не умеют. Дальше что? Вообще, какие самые опасные моменты могут произойти вот с человеком, который впервые садится вот в такую яхту? Ну, самое опасное просто в воду упасть, воды нахлебаться. И все. Все. А перевернуться? Ну, перевернется, ничего страшного. Это же Жизнь, лодка рассчитана на то, чтобы ей переворачиваться. да? Самое плохое это то, что когда невнимательно они стукаются, и лодки портятся. Ну, ремонт потом надо. А унести может далеко? Ну, тут, в принципе, далеко-то и некуда, да? Неопытного может сносить, ну, его видно сразу неопытного, что его сносит, мы его просто забираем и все на лодку. Ну, это обычно новенького. Мгм. Вот. Либо у него что-то может сломаться на патче, и он будет сносить по ветру его. Тоже как бы, может такой момент. Может быть Ну, такое, его да? видно, да, что уходит с границы плавания, и просто идешь к нему. Но для этого нужно, как минимум, надеть спас-жилет. Ну, спас-жилет обязательно. В Обязательно? первую очередь, да, Все, обязательно. я готова, и моя лодочка уплыла. Испытано на себе. Дорогие друзья, самый интересный момент – это момент обучения, потому что теорию я прослушала, а вот на практике это, конечно, нужно сначала увидеть перед тем, как все испытать на себе. Сергей готов уже, и я, как послушный ученик, буду внимательно слушать и наблюдать. Так, ну, Сергей. первым делом надо в лодку сесть, да?
В лодку мы садимся, обязательно держимся за повивальный брус, за то, что не двигается. Здесь у нас части двигаются, руль, шверт, там парус, допустим, да, за него нельзя браться. Вот. Взяли за шверт, шагнули в селедку и залезли в лодочку, да? Вот. На лодочке мы вот так вот тоже не стоим, можно спокойно перевернуться. Ну, упасть в воду просто, да? Дальше, если для новенького получается, вот у нас сейчас парус по ветру получится, да? И, как я говорил, мы управляем вот этими веревочками, шкотами. Да. Вот, нашли конец, наш кончик, да? Чтобы парус заработал, не надо его много выбирать. Скажем, да? Вот буквально он получится 10 сантиметров, он уже парус набрал воздух, он уже в рабочем состоянии. Вот я бы сейчас туда бы шел уже под парусом, если отпустился. Вот. Далее, когда парус у нас находится на правой стороне, на правом борту, то мы сидим на левом. И наша посадка не где-то здесь, допустим, на корме, да, а именно вот в этом месте. Посередине лодочки, чтобы лодочка не кренилась на корму. Прямо стояла лодочка. Вот. Ну и отшвартовываемся. Вот. Если кто-то новенький, им помогают отшвартоваться. Если кто-то уже ребята знающие, они сами себя отшвартуют. А швартует по-другому это что? Ну, привязали. Отвязываться. Припарковались. А, Да, швартовы скинули в нос, чтобы не мешало работать. И получается, так, опять же рулем, да, подскажу сразу. да. Когда руль вправо, лодочка будет поворачивать влево. Когда руль повернем сюда, влево на себя, лодочка будет поворачивать вправо. Когда мы идем прямым курсом, то мы не юлозим, ловя наш попутный курс, да, куда точнее мы идем, а совсем по чуть-чуть. Сюда 5 сантиметров 3, сюда это. Лодка всегда куда-то уходит, особенно к ветру. Ее и волной маленько раскачивает, куда-то уводит, и ветром уводит. Поэтому Туда-сюда. всегда следим за курсом и за парусом. Ну и третье, следим за обстановкой, чтобы ни в кого не врезаться, чтобы никто нас не Подождите, врезал. а вот про парус вы сказали, вот на один уровень его натянули и все, или надо каждый раз чувствовать? Каждый раз. Это вот натянули на тот курс, к которому мы идем. Вот если, допустим, иду в ту сторону, да, я вот подтянул, вот он болтается у нас, подтянул. Вот так Всё. достаточно, да? То Да. есть он должен быть чуть-чуть прогнутый, прогиб должен Да, быть, да? он прогнулся, если чуть-чуть отпускаю, первый он начинает возле мачты заполаскивать по чуть-чуть. Ну, то есть вот эта волна, да? Да, значит, надо либо чуть-чуть подобрать парус, Подтянуть, ага. да, либо уйти вправо по ветру, допустим. Как много надо думать здесь одновременно. Это вначале много думать. Чтобы нам развернуться, уже надо резко заложить руль. Ой, Резко вы сейчас раз. не упадете в воду? Упаду, ага, не упаду. Тяжелый я для этой лодочки, поэтому вот. Резко руль заложили и пошли поворачивать. Лодочка развернулась, руль прямо сделали и пошли своим курсом. Во время поворота парус начнет у нас переходить на эту сторону. И в тот момент, когда парус будет посередине, наша голова идет навстречу, тоже посередине, и мы уходим на тот борт правый. И идем уже другим курсом. И то есть вы хотите сказать, что вот такие маленькие дети катаются сами и все понимают? Первый же день пойдет под парусом самостоятельно. Первый же день? Да, ну, которые очень шустрые, прямо будут хорошо. Ну, то есть у меня не совсем безнадега, дорогие друзья, раз даже маленькие дети, потому что я ничего не поняла, если честно, что вы рассказали. Я только поняла, что он должен быть немножко прогнутый. Что дети, что взрослые догоняют в этом одинаково. И Да? взрослые путаются, и дети многие путаются, их по ветру выносит невнимательных, допустим. Либо кто сконцентрироваться не может на курсе и на парусе, отвлекается, вот он идет, вроде бы курс держит, а парус если полощется, по ушам прямо бьет, а он все равно полощется, и он не понимает, почему лодка неуправляемая. Все, хорошо, а покажите на деле уже. Так, давайте надели. Так, вот мы отошли. Сначала встали на курс, а потом только парус подберем, иначе мы не развернемся. Вот я встал и подобрал парус. Не успеваю разогнаться, плюс тяжеленький. Сейчас маленько разгонимся. А почему так быстро-то? Вот получается, что
У меня шкоты в одной руке. Ой, мамочки! И по голове. Момент вот. К ветру безопасно развернулся. Товарищи, я ничего не понимаю. Я даже не понимаю, в какую сторону дует ветер. Вот куда он сейчас дует. Мне кажется, он везде, вот туда и сюда. А он говорит повернуть по ветру. Ну это же практически нереально. Ну сейчас что-то пойдет не так, я уже чувствую. Вот по голове получу И могу. швартуемся, смотрите как. Я отпустил парус, скорость потерял и к берегу подошел также по ветру. Ну, то бишь не с той стороны на скорости, да? А как вот так же парус заполаскивает, так же, как мы вооружали ее к ветру носом, так же и швартуюсь. Ребята, поймайте меня, пока я не отошел. Ага, все, отпускай. Все интересно, но ничего не понятно. Все интересно, но ничего не понятно. И самое главное, огромный страх. Потому что я понимаю, что сейчас и ветер еще, по-моему, все становится сильнее и сильнее по закону подлости, да? Сергей, там моя лодка, яхта моя Вот там. это будет. Вот это будет уже. Да, мы потому что по ветру стали, и здесь, ну, эту лодочку взяли поэтому. Испытано на себе. Сергей вроде объяснил мне, как нужно и что делать. Я ничего не понимаю. И сейчас, как он мне сказал, на веревочке он меня будет держать, а я буду понимать, что дальше делать. Так, Помните, да, как садиться? уже нет. Ну, А надо держимся, держаться за эту да, штуку. держимся и туда шаг делаем. Чем в середину сделаете, тем она меньше будет качаться для вас. Начинается. Подождите. Ой, вот эта штучка для чего? Это когда сильный ветер, мы сидим здесь, а ножки там. И мы за борт открыниваем, вывешиваемся. Бывает попа здесь у нас уже находится, здесь у нас ляжки получается, а ноги под ремнями. И Ну, человек это нам открынивает. знать не обязательно. У нас же сегодня не сильный ветер, правильно? Это маленьким, да, маленьким, когда это ветер хороший. Так, я так сижу или я должна сесть полностью на пятую Ну, точку? Нет, ваша пятая точка либо вот здесь, Ага. либо на той стороне. Но так как тяжеленькая для этой лодочки все-таки, да, то вот видели, я не садился почти. Ну или тогда, когда парус наполнялся, я тогда только сюда мог сесть. Она мне позволяла. Она мне сейчас по голове не даст? Ну, сейчас нет. Ну, ветер изменится, может и даст. А если на колени стану? Можно прямо на середку, вот прямо, не-не-не, ножками туда, на ремни прям ногами вставайте. Во. О, вот так удобно. Попробуем. Только в данный момент, да, баланс, когда парус на той стороне, вы как бы на это колено. Ну, маленько свешиваемся. Во, да. А когда парус переходит, мы на ту сторону переходим. Хорошо. Так, вот эта управляемая штучка. Что я делаю? Зад, вперед, зад, Да. вперед. Сейчас получается... Это резко я запомнила, когда повернуть надо. Да. Это я запомнила. Туда. Давайте сначала вот так ее сделаем. Вот так вот, да? Вот. Так, если получается вам так сесть, да? Вот так возьмите руку. Да, вот так. Вот этой рукой? А, вот так. Ага. Я должна все время делать туда-сюда, туда-сюда. Не-не-не, Нет? когда мы идем, вы ровно держите руль. Если уходите куда-то, то по чуть-чуть совсем. А когда полностью разворачиваемся, полностью закладываете руль. И в ту, если поворачиваю в ту сторону, закладываю в ту сторону. Вот я вас сейчас, допустим, сначала сейчас вот погоняю, все поймете. Подождите, сейчас что может пойти Сейчас не так, находим пожалуйста? конец рабочий наш веревочки. Какой, что, где он? Не, вот который на узелке. Вот этот. Вытягиваем. Ага. Вот. Подождите, она должна быть прогнута. Не она, а он, парус, да? Да, ну вот сейчас он заполаскивает у вас. Вот, допустим, мы идем. Вот, мамочки, не Щас. отпускайте меня только. Не, сейчас вот отпустите. Сейчас с нуля начнем, да? С нуля. Ходить будете не вот так вот, да, а немножко как бы перпендикулярно к пирсу. Да, Ну, потому что лодочки мешают, да? да. Вот вы сейчас идете, парус у вас наполненный. Ага. Вот так должно быть в идеале. Да. Руль прямо. Это вы слишком взяли руль. А я не вижу, где прямо. Вот так прямо. Вот прямо. Так вот, ага. А как я должна видеть? У меня же нет глаз на Ну, спине. потому что вы так сели, ну, по идее, неправильно. А как же я должна видеть-то вот так? Вам, взрослому, сложно объяснить, как двигаться. Вот. Не видели, да? Я просто как бы шагал и оказался одним Не, а шагом. в этот момент же она мне может по голове ударить? Не-не-не, сейчас не ударит. Вот вы сейчас, допустим, идете прямым ходом. Да? Да, куда? Куда? Вот, вы идете туда, отошли метров 10, делаете поворот. Поворот Вот, делаю да. в ту сторону. Да. Тыщ, резко. Раз, делайте. А в это время то что будет? Да, делайте. Раз, вот она пошла у вас поворачиваться. А, ты идет на меня, палка! Да. Вот сейчас, когда она Что мне сделать надо? Наклоняемся, ее не держим, наклоняемся.
Вот. Вы развернулись в сторону пилса, руль прямо. Все. И уже как бы на это колено нагрузку делаем. Руль прямо и... Вот, смотрите, парус наполнился и идем вот сюда, в эту уже сторону идем. Вот руль прямо. Чувствуем руль, да, где прямо у нас? Не чувствую, Вот. Ну, смотрим. вот почти прямо. Сейчас немножко на себя, в эту сторону. Вот, вот так прямо будет. И до вас доплыла. Сейчас по-хорошему надо было поменять руки для удобства. Хотя нет, наверное. Нет, а лучше, если я правша, правой рукой, Как что бы мы сейчас должны я делать? объясняю не для детей. Так делать не надо. Просто взрослому на детской яхте объяснить, как правильно посадка, как-то мне не получается, наверное, да? Сейчас вот, а попробуйте сесть прямо сюда. Вот То есть сюда. вы все-таки хотите, Сергей, чтобы Да, я да, туда хочу. в воду окунулась, да? Точно. Каким образом я сяду, если Так, у меня... Вот сюда садимся. У вас парус сейчас наполненный. Да, смело. Ой, мамочка, я же в воде уже. А теперь поближе ко мне, Да. Да. О. Да. Теперь руку вот сюда надо, вот, удлинитель сюда передвиньте. Ага. И вот так вот. Вот. Не-не-не. Во-во-во-во-во, да. Ну что происходит? Почему такой ветер? Что Вот, сейчас происходит? вот он вас. Ой, мамочка, я куда-то поплыла. Вот сейчас вы идете в мою сторону. Ой, чей-то тапок. Ой, мамочка, я куда-то плыву, что делать? Не уплывете. Сейчас закладывайте поворот туда. Пошел поворот. Теперь потихонечку пересаживайтесь на эту сторону. Стоп. Ой, Всё, мамочки. уже здесь должны быть. Вы знаете что? Это вообще, это только кажется, что так все легко. Я посмотрела на детей, они тут все так спокойно ходят налево-направо. Посмотрите, тут надо голову беречь, эти штучки дергать, веревки, Вот я говорил, палочку так эту. вставать нельзя. Так можно Да встать, вот уже сюда всё. садимся, сюда. Уже все можно, по-моему. Так, подождите. Так, ну надо было сюда, чтобы если по правилам объяснить, то сюда, конечно, сесть надо. Подождите, сяду. Да. О, О, вы же сказали 50 килограмм для вы лодочки. развернулись и пошли вот. Подождите, а у меня я не могу, координация нарушила, у меня все в одной руке. Вот сюда опять. Руль сюда. Куда? Да-да-да, вот сюда. И где-то посередке держите, чтобы удобно было. Ага. Вот здесь можно поближе взять руку. А это подтянуть надо, да? Или нормально? Нет, все, сейчас парус наполнится, вы пошли туда. Не пошла еще. Ну, я вас там уже держу. Еще рано отпускать. Подождите, чья-то тапочка плывет. А, там мой тапочек поплыл. Да. Да вы что? Вот вы сейчас идете в ту сторону. Руль держите, да? Да. Лодочка уходит немножко сюда. Что нужно сделать? Куда уходит лодочка? Да, ну вот справа, допустим, лодочка поворачивает. Ну, к ветру. вот это? Да, нет, надо на себя, значит, взять, чтобы поставить ее на курс. Там она в берегу на том, что-нибудь, берете какую-нибудь метку, любой домик, там теплицу, допустим, чтобы держать курс. Ага. Вот. Ничего не понимаю. Вы понимаете, да? Вообще просто. И у меня Это страх, давайте знаете, у меня страха больше, что я вообще, мне кажется, я уже оглохла, ослепла, ничего не вижу, не слышу. Подождите, а если вы меня сейчас на веревочке будете держать, я далеко? Не получится. Нет? Я не договорил. Так, на тот борт сажусь, Да, и сели. потом поменяла руки мне, Садимся, не стоим, Ой, а то ой, ой. валимся. сила. Потом Сели. прямо держу, Парус это Отпускаем подтянула. парус, так как у нас ветер другой. Отпустите парус. Надо, еще. И, Вот вы идете в обратную сторону, грубо да, говоря. иду к вам в обратную сторону, и потом, Потом дошли, разворачиваемся обратно. Опять Туда. резко руль от себя, лодочка пошла поворачиваться. я опять наклоняюсь под нее. Ой, Меняемся. боже Вот, в мой. середине ваша голова с гиком встречается, расходитесь. И сюда опять садимся. А если по центру, то просто нагибаться надо, да? Ну, по центру не сидят. Все. Дети именно только-только вот, рабочее место. Потом опять сюда Да, вот, делаю не вот так. опуская руки, как бы. Потом вот так Туда делаю. перешла лодочка. Репетиция прошла успешно, мне кажется, что-то до меня дошло. Потом я опять вот Теперь так вот его мы этим делаю. курсом шли, мы шкоты отпустили. А тут у нас начинает заполаскивать парус, подбираем шкоты. Да, сейчас вот вы на кулак мотаете, ну, по сути, нельзя мотать. Да. Вот И так всё, сделала, и да, потом вот. резко опять от Не-не-не, себя. вот вы сейчас опять идете дальше курсом. Иду. Идете там, допустим, разворот надо делать, делаете разворот, резко руль от себя. Кадыщ. Нет, это вы Все время от вернете. себя. Ну, к ветру, да. К ветру пошли. Пошли к ветру, да. Пересаживаемся. Пересаживаемся. Веревочку Опускаем. меняем. Парус немножко отпускаем. Опускаем немножко. И пошла в ту Аня, руль сторону. прямо, а то развернетесь опять. И вот вы идете другим курсом.
Потом, И сюда ближе садите. Слишком корме далеко сели. На сетку. Вот, ага. потом, Руль прямо, руль прямо. Вот этот алюминиевый удлинитель как бы под мышку, да-да, вот горизонтально, чтобы во-во, ага, иначе он много. И вот вы идете другим курсом. потом. Резко от себя руль, лодочка пошла разворачиваться. Развернулись, руль прямо. Ой, мамочки, так нельзя делать. Вот, да, поздно развернулись, руль точнее вы прямо сделали, уже можете крутануться в другую сторону. Ну вот, все, понятно, товарищи, что непонятно. Да, опять же он, вот дайте удлинитель. Ага. Вот он когда с той стороны, да, он как бы вот так вот идет, сюда пришел, раз, сюда. Либо вот так вот где-то гуляет. А вот так на себя не надо. Левее, левее, на себя руль. Да-да-да, ветра немножко не хватает. Пока сюда не развернемся. Вот, бег на меня ровно рулем. Ну что, дальше едем, прямо, курс держим. Нет. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, по-моему, поднялось давление. Начала пульсировать голова после вот этих упражнений. Не получилось мне немножко управлять яхтой, но это действительно тяжело, сразу скажу. Это только с виду кажется, что все легко и просто. На самом деле есть огромный страх упасть в воду, и поэтому, конечно, сложновато. Но Сергей предложил мне альтернативу, научить меня хотя бы швартоваться. Что мы, собственно говоря, сейчас и сделаем. Так, ну первым делом делаем один полный шаг по кругу. Ага, А потом ложим восьмерку. восьмерочку. Да, чтобы она не была вот такая вот, да? Ага. Все было Полная. плотненько, да. И потом, чтобы нам ветром это дело не размотало, мы закладываем вот такую петельку. Хорошо. Это та же самая восьмерочка, только она просто оказалась под ним. А если, допустим, лодочка на ночь останется, то мы заложим еще одну. Все И понятно. так оставим. Все, никуда не убежит лодочка. Ну, как бы сказали дети, это изи. Вот Easy? здесь, да, изи. Сказали бы сейчас молодежь, смотрите, учитесь. Сделала так, Мгм. сделала восьмерочку, еще одну восьмерочку, Да, можно. еще одну восьмерочку. И потом закидываю узел. Ага, восьмерочка. Да, после крутануть его, и он тогда это... Как крутануть? Вот Это же так вот есть восьмерочка. вот просто вот веревочку обратно туда ведем. Не-не, вот. И просто, не-не, туда уведите. Просто вот положили. А, вот все. стоп, только в другую Вот так сторону. вот. Теперь так и вот так. И если на ночь, то мы делаем еще раз. Ну, уже 2 штуки положили. А, все. Отлично, с первого раза можно сказать получилось. Не у всех детей с первого раза получается. Ну, где-то хоть я умнее детей. Обратите внимание, вон запрыгнули в лодочке, вторая смена, 2 маленьких мальчика, совершенно, ну, лет 7-8, и так ловко управляют. Вот он сейчас отрабатывает рулем так резко туда, в середину резко туда, чтобы она его послушалась и ушла в ту сторону. А второй сидит, просто катается. Он и катается, и смотрит за тем, как работает сам рулевой, если новенький, допустим. Все понятно. Потому что новеньких зачастую боятся один идти. Мы Да. его садим Да. к ребятам, кто уже может ходить самостоятельно. Они ходят день, может 2 даже ходить, ребенок, а потом уже самостоятельно садиться за руль. Ну, а мы решили прогуляться на катамаране и научиться немножечко гребли. Но там вроде бы все попроще. Попроще будет. Поехали. Поехали.